13 марта средневзвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,91 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,14 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 11,70 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,91-31 до 10,94 сомони, 1 евро от 11,70-87 до 11,85 сомони, 1 российский рубль от 0,1445 до 0,1475 сомони. Мировые цены на нефть в среду утром поднимаются более чем на 1%. Котировки стабилизируются после 2 торговых сессий снижения. Инвесторы обращают внимание и на прогнозы спроса, ожидая также еженедельную статистику по запасам в США. Цена на нефть марки Brent составила $78.53 за баррель, марки WTI $72.41 за баррель. Стоимость золота в среду утром слабо снижается, оставаясь выше отметки в $1900 за тройскую унцию. Инвестиционный форум Таджикистана и Королевства Великобритании и Северной Ирландии состоится 28-29 марта в Лондоне. В нем, возможно, будет присутствовать и Эмомали Рахмон. Целью форума является поиск деловых партнеров среди предпринимателей и расширение торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. В мероприятии примут участие представители соответствующих государственных структур Таджикистана и Великобритании, а также предприниматели обеих стран в сферах энергетики, производства, услуг, логистики и фармацевтики. Как сообщает пресс-центр Госкомитета по инвестициям и государственным имуществам Республики Таджикистан, также в рамках форума пройдет выставка отечественных товаров и продуктов. Вместе с тем, в рамках форума состоятся двусторонние встречи предпринимателей обеих стран в формате бизнес-бизнеса, государственных и частных секторов обеих сторон. Как сообщает сайт ПАЙОМ, намечается и поездка Эмомали Рахмона в Лондон в рамках этого форума. Подтвердить эту информацию у других источников пока не удалось. По итогам форума будут подписаны документы о сотрудничестве между деловыми кругами двух стран, отмечается в сообщении Госкоминвеста. В Липецкой торгово-промышленной палате 13 марта состоялись переговоры делегаций предпринимателей Таджикистана и российской компании «Форсаж» по вопросам запуска совместного предприятия в СССУХТ по производству горюче-смазочных материалов. Об этом сообщает Союз Липецкая ТПП. Ранее, 2-4 марта, делегация и предприниматели Липецкой области посетили с деловым визитом Таджикистан. В рамках деловой программы состоялось посещение СС Донгара и СССУХТ, где липецкие компании познакомились с инвестиционной средой, налоговыми преференциями, инфраструктурой, приоритетными направлениями деятельности и выпускаемой продукции. Отмечается, что по итогам переговоров таджикская сторона выразила заинтересованность в реализации совместного производства горюче-смазочных материалов. Затем, по итогам данной бизнес-миссии, в Липецкую область прибыли резиденты ССУ с целью познакомиться непосредственно с производственным потенциалом завода ООО «Форсаж» и с тем оборудованием, на котором в будущем им предстоит работать. Также обсуждались вопросы по реализации совместного производства. Центр поддержки экспорта со своей стороны будет сопровождать компанию «Форсаж» в вопросах логистики и таможенного оформления. Рост экономики Таджикистана замедлился в январе 2023 года по сравнению с концом 2022 года. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре Евразийского банка развития. Согласно документу, в текущем году ВВП страны повысится на 6,5%. Внешнеторговый дефицит сократился в условиях замедления реального роста потребительского спроса. В январе 2023 года экономика росла более умеренными темпами, чем в конце 2022 года. Промышленное производство увеличилось на 7,8%. Динамику внутреннего спроса поддерживал сильный рост инвестиций в 44,3%. Торговый дефицит составил $265,1 миллион по итогам января, меньше, чем $308,5 миллионов за тот же месяц 2022 года. Сокращению отрицательного сальдо способствовало снижение импорта с $443 миллионов до $385,1 миллиона, что объясняется замедлением реального роста потребительского спроса в экономике и стабилизацией мировых цен на сырье, включая импортируемые Таджикистаном энергоносители и продовольствие.
Экспорт снизился в меньшей степени, чем импорт, со $134,5 миллионов до $120 миллионов. Снижение поставок с зарубеж металлов и текстиля были частично компенсированы ростом экспорта рудных концентратов, цемента и электроэнергии.